Добрый день, дорогие друзья. 26-й тур чемпионата Беларуси высшей лиги. Очередной матч на стадионе футбольного клуба «Минск». Сегодня играют футбольный клуб «Крумкачи» город Минск и футбольный клуб «Гранит» город Микошевичи. Очень холодно, на трибунах мало людей. Надеемся, что большая часть болельщиков Крумкачева и «Гранита» сейчас присоединилась к нам у своих компьютеров и смотрит нашу трансляцию в интернете. А для вас ее прокомментирую я, Вадим Кнурко, и мне помогать будет бывший футболист. Наверняка приложит максимум усилий для того, чтобы набрать такие важные 3 очка. И, Миша, мне интересно твое мнение. Кто же победит и за кого ты будешь болеть? Не, ну я однозначно буду болеть за Крумкачева. Все-таки команда мне стала как-то намного роднее, намного ближе, чем Гранит. В Граните я провел 1 сезон, а с Крумкачами я уже, можно сказать, 1,5 сезона, хоть я уже не являюсь игроком команды, но вот являюсь как бы помощником в эфирах. Да, и совсем мало остается времени до начала матча. Уже появляются обе команды на поле. Сегодня «Гранит» играет в красной форме, «Крумкачи» будут в белом. Арбитры на поле. Сейчас прозвучат гимны команд, после чего мы познакомимся с составами играющих команд и с арбитрами сегодняшней встречи. Итак, сразу же к составам играющих сегодня команд. «Гранит», как уже сказал, играет сегодня в красной форме. В воротах сегодня номер 1 Влад Василючек, 5-й номер Александр Краси, 19-й Влад Кривицкий, 30-й Павел Забелин, номер 21 Алексей Плесунов, 2-й Павел Секриер, 26-й капитан команды Вадим Курулович, 17-й Николай Загвоздин, 7-й Борис Шавлохов, 11-й Илья Леснин, 9-й Виктор Бруевич, главный тренер команды Валерий Бахно. Крумкачи, сегодняшние хозяева, играют в белой форме, и состав стартовый такой. 1-й номер в воротах Андрей Федоренко, главный тренер команды Валерий Бахно. Крумкачи, сегодняшние хозяева, играют в белой форме. Владимир Карп, 13-й Дмитрий Климович, 19-й, внимание, капитан команды Максим Толейко, 22-й Сергей Щегрякович, 73-й Михаил Калугин, 88-й Дмитрий Яшин, 99-й Вячеслав Глеб. Исполняющий обязанности главного тренера Василий Хомутовский. Да, немного непривычно, конечно, говорить, что Василий Хомутовский сегодня исполняющий обязанности. Да, все мы знаем, что пару недель назад команду покинул Олег Дулуп и уехал, возглавил футбольный клуб «Карпаты» из украинского города Львов. Миша, как ты считаешь, вообще для себя стало это неожиданностью? Не сказал бы, что это стало для меня неожиданностью, как раз таки наоборот. Я думал, что он, может быть, даже уедет пораньше, когда эти слухи как раз появились после первого круга. Но, тем не менее, видишь, он захотел еще помочь команде во втором круге. Может быть, даже в большей степени из-за того, что была возможность попасть в Еврокубки. А когда команда уже было видно, что немножко сбавила ход и надежды уже на Еврокубки не было, это был нормальный такой исход для него. Вот говорят, что смена тренера обычно приводит к стряске команды. На твой взгляд,
встряхнет эту команду. Все-таки первый матч без Дулуба был проигран. В том-то и дело, что я рассчитывал на то, что как раз-таки этот всплеск пройдет в первом матче с Нафтаном, но его не произошло. Как правило, после первой игры уже тяжело что-то говорить. Посмотрим, как команда отреагирует, опять же, на поражение уже даже с новым тренером. Ну, надеюсь, конечно, что все-таки встряхнется она уже после первого матча, во втором. Так, игра у нас началась. Арбитр Игорь Круг из Молодечина дал стартовый свисток. Ему помогают сегодня Виктор Фомин из Жодина и Виктор Карась из Смолевича, четвертый судья Владимир Усаков из Минска и инспектор Виктор Черник из Мостов. И мы видим, что крумкаши сразу же пошли в атаку, пытаются что-то на первой же минуте организовать. И вот уже в игру вступает голкипер «Гранита» Влад Васильючик. Быстро водит мяч руками. Как думаешь, вообще, по первым минутам какую мы игру увидим? Кто будет атаковать? Может быть, «Гранит» на правах гостевой команды отдаст инициативу? Скорее всего, «Гранит» так и сделает, потому что, во-первых, команды не хватает опыта, команда очень молодая, ребята все в прошлом году, можно сказать, еще играли в дубле, а сегодня они уже в высшей лиге. Поэтому не думаю, что инициативу будет владеть как раз-таки команда Валерия Бахно, а скорее всего, крумкачи возьмут игру под свой контроль, а уже ребята в красной форме будут действовать на контратаках. Да, еще один важный момент, конечно, сегодня нет у «Гранита», наверное, самого главного опытного футболиста Сергея Ковалюка. И наверняка это тоже скажется на характере игры «Гранита». Посмотрим. Пока же крумкачи атакуют. Да, согласен, это один из немногих футболистов, который имеет какой-то опыт в команде. На фланге пытается разобраться футболист Крумкачева, дает под удар, и следует. Блокируется. Свеча на штрафной, Васильчиков покидает зону ворот и неуверенно играет по волейбольному. Сохраняет мяч Крумкачи, еще один удар. Снова в игре Васильчик. Вот так вот. Достаточно активное начало. Свеча на штрафной, Васильчиков покидает зону ворот и неуверенно играет по волейбольному. Сохраняет мяч Крумкачи, еще один удар. Снова в игре Васильчик. Вот так вот. Какой шум они создают. За это им большое спасибо. В общем-то, если ребята будут играть так, как они вот начали играть первые 2 минуты, то я думаю, что зрители подтянутся может даже подтянутся, но вообще они обрадуются, что они пришли на этот матч. Отлично действует Егор Семенов снова в перехвате. Отдает передачу в центр штрафной. Пытался по хоккейному подставлению сыграть партнер Семенова, но мяч улетел высоко, гораздо выше ворот. Мяч с клюшки соскочил. Да. Немножко непонятно, почему ребята из команды «Гранит» так прижали к своим воротам. Прямо вот на линии вратарской такое ощущение стоят ребята. Не исключено, что «Гранит» еще думают, что они играют с Батэ. Неделю назад они играли как раз-таки против борисовчан. И сыграли, кстати, очень здорово. Проиграли всего 0-1, при том, что Батэ владел инициативой, но «Гранит» достаточно уверенно разбивал все атаки уже чемпионов. Поэтому за предыдущий матч, я думаю, футболиста «Гранита» можно только похвалить. Да, я тоже читал отзывы по поводу игры этой команды, и говорят, что они не только хорошо оборонялись, но и неплохо контратаковали. В общем-то, и Батэ немножко повезло в том плане, что они не забили. Ну а гол уже случился-то в итоге на 87-й минуте, Сигневич забил. Да, и у «Гранита» было несколько моментов. То есть не постоянно сидели в обороне, так сказать, не Люксембург, хотя, как мы знаем, уже и Люксембург умеет забивать. Знаешь, на самом деле футбол в последнее время, не скажешь даже ни одной ни сборной, ни команды, которые не умеют играть в футбол. Такое ощущение, что в футбол научились играть все. Продолжают владеть инициативой крумкачи, контролирует мяч, пока на своей половине поля. Это Дмитрий Яшин с мячом. Пасует на Дмитрия Климовича. Любопытно, что Климович сейчас играет против своей бывшей команды. В этом сезоне Климович играл в «Граните» и во время летней паузы перешел в крумкачи. К слову, «Гранита» вообще полностью новая команда по сравнению с той, которая начинала сезон. Тоже достаточно любопытный момент. Ну и надо сказать, что во втором круге, конечно, «Гранит» играет гораздо хуже, как и крумкачи, собственно, чем в первом. Другое дело, что из крумкачев никто не уходил, все те же люди играют, а команда... Но случился какой-то надлом. Да, случился надлом, а команда Бахно полностью поменялась. И... Понятно, почему у них нет результата. Сегодня у нас встречаются, можно сказать, 2 худшие команды второго круга. И «Гранит» и крумкачи одержали всего лишь по одной победе. Во втором круге, как мы помним, крумкачи выиграли у Белшины дома 2-1. «Гранит» же был сильнее Слуцка 1-0.
Очень мало забивает во втором круге обе команды, поэтому наверняка обе хотят забить сегодня. Калугин с мячом на фланге. Навешивает штрафную, неудачно. На перехвате здорово играет защитник Гранита. Талейка с мячом. Талейка сегодня капитан Крумкачев. Достаточно любопытный момент. И капитан, и вице-капитан — это Филипп Иванов и Александр Скшенецкий сегодня в запасе. И с капитанской повязкой сегодня вышел Максим Талейка. Как думаешь, справится с грузом ответственности Максим? Максим сам по себе такой достаточно психологически уверенный в себе парень. Я думаю, что справится То есть однозначно. обладает теми свойствами, которые нужны капитану, да? Да, нет, не знаю, как справиться с своими свойствами, которые нужны капитану. Все-таки он достаточно молодой парень и плюс ко всему не совсем опытный. И если бы я был главным тренером, конечно же, скорее всего, может быть, подумал, чтобы повязку отдать кому-нибудь повзрослее. Ну, тому же, может быть, Глебу. Но тренеру виднее, кому отдавать повязку. Очень глубоко сели футболисты «Гранита». Все 11 человек по штрафной. Ну, пока хорошо обороняются достаточно. И нарушение фиксирует арбитр. Александр Батищев был неправ. Задержал футболиста «Гранита» и свободный пробьет Влад Василючик. Я когда был в «Граните», еще в первой лиге это было. Так, тоже, напомни про эти времена, когда это было. да, тоже похоже, это был 2013 год. Я как раз ездил на просмотр в Польшу, там у меня по некоторым причинам не получилось, и пришлось вернуться в Беларусь. Вот последовало предложение от Валерия Петровича, поехал сразу в команду. Мы, в принципе, играли в такой же похожей манере, то есть всегда играли от обороны и на контратаках. И сейчас вот мне даже чем-то напоминает такой флешбэк, что ли, в прошлое я немножко окунулся, когда, да, ждали своего момента у чужих ворот именно на контратаках. Еще одна атака Крумкачеву. Уже в штрафной футболист. И удар следует. И неверно играет Василючек. Теряет мяч, выпускает из рук. И на добивание отлично действует. Кто там был? Егор Семенов, по-моему. На контратаках. Еще одна атака Крумкачеву. Уже в штрафной футболист. И удар следует. И неверно играет Василючек. Теряет мяч, выпускает. Здорово открывающий счет Крумкачев. 8-я минута. Нет, наверное, это был все-таки не Егор Семенов, да, ты прав. Сергей Корсак, скорее всего. И 1-0. На 8-й минуте Крумкачев открывает счет. Наверняка сейчас Валерию Бахно, наверное, надо как-то встряхнуть свою команду, потому что уже отсиживаться в обороне не стоит. Знаешь, очень бросилось в глаза то, что неуверенно себя вел голкипер уже по первым минутам, и как раз-таки, можно сказать, его ошибка и повлияла на результат сейчас. Да, несколько было ошибок, но которые не привели к голу, а тут вот очень неуверенно сыграл Василючек, выпустил мяч из рук, хотя после удара, пусть и достаточно сильного, мяч летел прямо в руки, но неудачно сыграл Влад, выпустил мяч и здорово сыграл на добивание Корсак. Сейчас весь стадион не понимает вообще, кто забил гол. Все думают, либо это Корсак, либо Семенов. Нет, похоже, все-таки на Егора Семенова записывают этот гол. Поздравления Егору. Это первый гол Семенова в сезоне. Да. Болельщики скандируют фамилию Семенова. В принципе, мяч вытекал из стартового сценария. Ну да, было полностью преимущество команды Хомутовского. Или Залевского даже, да. Тут интересный такой вопрос, конечно. Я так понимаю, что они сейчас совмещают свою должность. А тут уже опасная была свеча над воротами Федоренко. Но голу не привело. Да, как мы и предполагали, Гранит начал оттягиваться от своих ворот, немножко разжиматься и стали больше атаковать. Батищев в центре играет с партнером.
Перекатился мяч к Василючику. В руки забирает его голкипер Гранита. Аут в пользу Крумкачеву. Калугин будет его выбрасывать, наверное. Нет, отдает партнеру. Правда, действительно очень забавно смотрится, как два тренера стоят в зоне тренерской, да, и, в общем-то... Ты про Хомутовского Залесским, да? Да, про двух главных тренеров команды. На самом деле непростая ситуация у Хомутовска-Залесским. Надо доводить начатое дело до конца. Не просто, наверное, так вот в конце чемпионата принимать команду. Тем более, когда самая главная задача на сезон еще и пока не решена. Юридически, так сказать. Да, однозначно, очень непростое время для ребят, тем более ребят, у которых, опять же, нет опыта тренерского, и это такая тяжелая, можно сказать, ноша. Надо, во-первых, не то что выбираться из ситуации там, с поражениями, теми же хочется сохранить людей на трибунах. То есть, да, все не так просто. Снова не очень удачно играл Василючик. Калугин навешивал в район вратарской, а голкипер Гранита толком не знал, то ли пропускать мяч, то ли брать в руки, но в итоге решил пропустить и сделал все правильно. Потому что, может быть, если бы зацепил руками, то все было бы печально. Еще одна, может быть, атака. Вячеслав Глеб не смог зацепиться за мяч. К слову, до этого матча в 4 встречах подряд Крумкачи не отличались забитыми голами. Поэтому сегодня большое событие произошло. Сегодня, наконец-то, команда, наверное, впервые в сезоне перестроилась на другую тактику. Ну, уже, может, не впервые, с Нафтаном тоже. Да, с Нафтаном играли уже 4-2-3-1. Да, По-моему, если... сейчас пытаются играть что-то похожее, да? Да, если весь сезон они по-хорошему играли в 3 опорных полузащитника, сейчас они наконец-то перешли в 2. Это более простая схема и для понимания футболистов, и, в общем-то, и для обороны. Опасная. То ли навес, то ли удар по воротам был, но Федоренко все контролировал, и мяч полетел выше. От ворот будет выбивать вратарь Крумкачеву. Знаешь, что еще бросилось в глаза? То, что Валерий Петрович все в той же шапочке, в которой был, когда я даже в команде был еще. Ну да, сегодня, конечно, да, обычно он летом в кепочке. Обычно летом в кепочке, а зимой, видишь, он в этой шапочке. Может, счастливая? Лучше бы нет. Гранит пытается атаковать. Шавлохов контролирует мяч и дает центр. Лиснин теряет. И быстрая контратака может получиться у Крумкачева по флангу. Развивается атака. Это Карп отлично прошел. Отлично проходил. Одного защитника, барьер в виде одного защитника преодолел, но на втором споткнулся. Вот такое ощущение, как будто у него не было решения. То есть он шел как будто во вводку, но не знал, что с этим мячом делать. Возможно, стоило отыграться с партнером, который сзади набегал. По-моему, это был как раз-таки Егор Семенов, отличившийся. Ну, в последнее время у Володи Карпова появилось много времени, игровой практики, опять же, той же, которой ему, может быть, не хватало в первом тайме. Неплохой удар от Шавлохова. В дальний угол метил Борис, но... Ну, в последнее время у Володи Карпова появилось много времени, игровой практики, опять же, той же, которой ему, может быть, не хватало в первом тайме. Неплохой удар от Шавлохова. Калугин с мячом на фланге. Михаил вернулся после достаточно долгого перерыва, после связанного с травмой. Первую игру проводит украинец после своего повреждения. Да, немножко не хватало его команде, достаточно неплохо, уверенно действует слева в защите. Его заменял Климович, но не сказал бы, что полноценно заменил его. Сегодня Калугин исполняет, собственно, свои профильные функции левого защитника. Климович играет центрального вместе с Яшиным. Ну, опять же, Калугин левоногий защитник. Если Климович правоногий, ему тяжелее было играть на фланге. Щегрякович отыгрывается с Яшиным. Климович с мячом в центральном круге. Батищев.
На фланг, на Щегриковича. Снова Батищев с мячом. Не спешат атаковать Крумкаджи. Талейка. Отличная передача. Калугин. Ну, наверное, правильно. Если видит, наверное, футболист Крумкаджи, что нервничает в воротах Василючек, так надо бить ему почаще. Да, однозначно завершил атаку, хорошо пробил, в принципе, если попал бы, то опять же была бы опасность. Но бросается в глаза то, что абсолютно пассивно действуют защитники «Гранита», они абсолютно не идут в отбор. Не знаю, как их мотивировал перед игрой Бахно, и... Аут в пользу «Гранита». Далеко выбрасывает мяч Секриер. И еще один аут, уже поближе к воротам хозяев. Вообще, конечно, очень интересная одна история была, когда я приехал в команду к Валерию Бахно. Я, получается, приехал после Польши, мы провели там сбор буквально недели-две, и после этого все же, там, начало сезона, мы уже переезжали в Лунинец, где и собирались жить перед началом сезона. Приехали непонятно куда, то ли в какой-то колледж, то ли что, и нас заселили в номер. Ну, мы приехали, там какие-то бараки или что там стоят, там 4 кровати, все грязные, какие-то непонятно вообще, ни простыней, ничего не было, ну, непонятно как спать, где ночевать. Все в шоке, я в шоке, ребята такие же, нас было 4 тогда. Вот, ну ладно, каким-то образом переночевали мы там. Проспаемся с утра, чтобы идти на тренировку, выходим из этого вот места, где мы ночевали, а там девочки учатся, там через кабинет прямо напротив этого вот места. У нас опасный момент. Хорошая передача была с фланга от Карпа. И продолжается атака. Удар! Перекладина! И вновь Василючек неуверенно контролирует мяч. То все-таки забирает в руки. Хорошая передача была с фланга от Карпа. И продолжается атака. Удар! Перекладина! Хорошая передача была с фланга от Карпа. И продолжается атака. Удар! Перекладина! И вновь Василючек неуверенно контролирует. Ночевали, где идут уроки в колледже. То есть вы там ночевали и в это же время шли уроки? Ну, мы проснулись, чтобы идти на тренировку, а там шел урок. А, понятно. Вот ребята хотят спросить меня, когда я напишу свою автобиографию, там, конечно, не так много всего интересного, как у Мауриньо или там Ибрагимовича, но, в общем-то, есть что рассказать. Ух ты! Опасный момент был у нас. Извини, перебью нашего Ибрагимовича. Хороший момент был. Секриер нанес неожиданный удар в ближний угол, но Федоренко здорово выпрыгнул и перевел. Может быть, вполне вероятно. Первый угловой «Гранита». Восемь человек в белой форме в штрафной Крумкачев. И Вячеслав Глеб с Карпом остались у центрального круга. И вот, может быть, хорошая контратака. Посмотрим, что получится. Пасует Батищев на Глеба. Глеб продолжает атаку. Отличная передача. Но неточная передача от Карпа. И здорово играют центральные защитники. Тем не менее, атака продолжается. Сейчас Сергей Корсак мог поинтереснее, мне кажется. Корсак был, да? Да, с мячом поработать, например, пойти в обводку или там, опять же, свой дриблинг показать, потому что у Сергея он есть очень неплохой. Талейка. Пасует на фланг Щегрикович. Вновь Талейка. Климович. Яшин на Щегриковича. Продолжается атака. Щегрикович идет вперед. Теряет мяч. Пока просто отбивается «Гранит». Вот, что-то похоже на прессинг пытались показать футболисты «Гранита», но вместо этого получают контратаку.
Ну, в общем-то, получается игра, и комбинируют ребята неплохо. Все четко, в одно-два касания, не передерживает мяч никто. Ну, наверное, на правах хозяев от них такой игры и ожидали. Тем более после такой незавидной серии 9-матчевой, безвыигрышной. Я думаю, было бы неправильно еще играть по-другому против команды «Гранит», потому что все-таки бросается в глаза то, что ребята молодые все, боятся и вперед идти. Вешивает, но никого там нету. Жесткая игра в центре поля. Климович с Бруевичем там сошлись, но защитник Крумкачев оказался сильнее в этом эпизоде. Снова почти без прессинга продвигается вперед Крумкачев. Калугин. Неудачная передача. Василючек забирает мяч в руки. Позволяет своим партнерам немножко подняться. Сейчас неплохо Слава Глеб хотел пяткой сыграть. Я так думаю, что просто немножко не прочувствовал ситуацию нападающий второй. Вячеслав Глеб сегодня играет в элегантных салатовых перчатках. Знаешь, Слава Глеб еще когда по молодости, он Тузарипо тоже любил там как-нибудь интересно одеться. У него всегда были там кроссовки с салатовыми шнурками, например, там какие-нибудь спортивные костюмы, которых, понятное дело, ни у кого не было. Очень техничный Батищев сейчас сыграл. И здорово забрасывал вперед на Корсака, но не догнал этот мяч форвард Крумкачеву. А тут здорово играет в отборе Семенов. Отлично проходит. Щегрикович забрасывает штрафную. Василючек на этот раз уверенно на выходе. Какое-то немножко непонятное решение было со стороны Сергея Щегриковича. Там абсолютно никого не было. Кому он передачу это давал? Возможно, думал, что Вячеслав Глеб ускорится или удлинит ногу свою. Перевод на фланг. Секриер. Кривицкий. Пытается гранить что-нибудь создать впереди. Заброс вперед. Не достигает цели. Перехватывает мяч хозяева. Хорошая может получиться атака. И вновь в контратакующем стиле действуют хозяева. Батищев. Отлично разгоняет атаку на Щегриковича. Щегрикович справа. Пасует штрафную. Глеб. Пытается накрутить. И в итоге дает навесную передачу, которую забирает Влад Василючек. Мог случиться сейчас перехват в центре поля, но не помогли Дмитрию Яшину до конца довести дело. Кривицкий на фланг на Секриера. Вообще, конечно, очень интересно используют Егора Семенова, оба главных тренера, что ли, не знаю, как называть, на левом фланге полузащиты. Хотя Семенов, как правило, он всю жизнь свою играл в центре поля, либо опорника, либо немножко повыше. Почему именно левого флангового футболиста, даже не знаю. Я бы, например, может быть, выпустил бы Шикавку, а вот именно предпочтение ему дали. Но сегодня Егор выглядит очень хорошо, и даже я сказал бы, что один из лучших на поле. И все у него получается. Сегодня и обводки, и даже гол забил. Не исключено, что Шикавку мы увидим. Даже не исключено, а скорее всего мы увидим его во втором тайме. Знаешь, что самое интересное? То, что вот при всем при том, что команда начала таким необычным, можно сказать, экспериментальным составом, есть кем усилиться во втором тайме. Те же Иванов, Шикавка. Да, наверное, давай скажем о запасных. У Крумкачева сегодня в запасе это вратарь Евгений Костюкевич, а также полевые Филипп Иванов, Павел Зуевич, Александр Скшинецкий, Александр Филанович, Евгений Шикавка и Максим Санец. У «Гранита» в запасе всего лишь 4 человека, один вратарь и 3 полевых. Это вратарь Родион Сямук и полевые Антонио Сияка, Евгений Зимко и Никита Метлицкий. Продолжает атаковать Крумкачев. Уже в районе сегмента штрафной площади Вячеслав Глеб. Теряют мяч хозяева. Но «Гранит» не хочет пока контролировать, просто отбивает его куда подальше. И вновь мяч прикатывается к футболистам Крумкачева, и они могут начинать свою атаку.
Абсолютно не получается контр-игра у команды Бахно. Фиксирует положение вне игры арбитр. Любопытная ситуация у нас произошла. Линейный арбитр Карась зафиксировал вне игры у Карпа. Такое тоже бывает. Такая рыбалка у нас на стадионе футбольного клуба «Минск». Да, это такая однозначно хорошая шутка в твоем исполнении, мне очень нравится. И вот уже заактивничали гости. Хорошая может получиться атака. Навес в штрафную. Там в акробатическом стиле пытался нанести удар форвард Гранита. Не удалось. Отбили с Крумкача, но атака продолжается. Неплохо в касание играют. Шавлохов. Ух ты. Хороший момент был. Да, очень опасная атака. Неплохо комбинируют ребята сейчас впереди, как будто немножко расслабились. Этот груз с плеч упал после первого забитого гола. Крумкачев. Я скажу, что если бы удачно поставил где-то ногу или там всунул, то мог в ближний угол залететь мяч. «27-я минута у нас идет. Небольшую передышку дал своим партнерам Федоренко. Долго возил мяч в игру. Вот еще Женя Шикавко пошел разминаться. Щегрикович с мячом. Самоотверженно играет Карп впереди. Едва не перехватил мяч, но в итоге удается это Александру Батищу. И тут же неудачно сыграл Карп, но все-таки сохранил мяч у своей команды. Продолжается атака. Неплохо пара обманных движений. Пас-центр, но здорово играет центральный защитник Гранита. Слава Глеб, по-моему, да, неплохо сейчас на дриблинге выходил и простреливал. Мне чем-то, знаешь, напомнил даже вот этот вот момент, когда он со сборной Франции во Франции тогда ввел, и точно так же прострелил, Кисляк забил гол. Да, и так быстро время летит, конечно. Недавно Слава играл за сборную и вместе побеждал такую сильную команду, а сегодня Слава играет в Крумкачах. И играет с Гранитом. Еще играет, продолжается атака Крумкачев, Яшин. Больше через правый фланг, да, действуют сегодня хозяева? Я заметил просто, что Семенов уходит в середину, открывая таким образом фланг Калугину. Калугин играет по всей бровке, а Семенов как раз-таки лишнего в середине немножко так и добавляет команде, поэтому, может быть, такое ощущение складывается, что больше правым. Снова на отбой играет Гранит. На отбой, но все-таки пара моментов было у гостей. Кривицкий заброс вперед. Там отлично действует Климович. И может получиться еще одна контратака. Семенов на фланге. Обманным движением выбирает защитника. Хорошая передача была по задумке от Вячеслава Глеба. Ты знаешь, немножко такое ощущение поторопился, мог спокойно принять мяч. Да? Его никто абсолютно не атаковал, и, в общем-то, с тем же Корсаком он мог бы немножко попозже. Отыграться. Да, перепасовку устроить. А это Сильвестр Сталлоне на левом фланге у Гранита. Теперь уже вынуждены отбиваться Крумкачи. Делают это удачно, и вот. Жестко играет против Семенова, но, по-моему, нарушения правил не было. Не фиксирует его Игорь Круг.
Подуспокоилась игра, но на удивление достаточно долго Гранит находится на чужой половине поля. Да, немножко такое ощущение, то ли подсели ниже, то ли как-то прижались к воротам, не знаю. Хозяева, да? Да, хозяева Крумкаджи. То есть не знаю почему, вроде игра позволяет, и Гранит, опять же, там какого-то серьезного сопротивления не оказывает. Сейчас нужно как раз-таки вот самое время забить второй мяч, а наши почему-то как раз-таки скатились вниз. Может быть, это установка тренеров такая пошла? Ну и заметно, все-таки активнее забегали подопечные Бахно. Просто опять же нужно думать о том, что команда неопытная, команда молодая. Если забить ей второй мяч, то точно она развалится. Я не думаю, что уже после 0-2 каким-то образом она вернется в игру. Ну вот есть возможность у Крумкачеву сделать что-то внятное впереди. Начинает свою атаку. И снова через правый фланг Щегрикович. Обратно на Батищева. Просто здесь, понимаешь, такой очень сложный психологический момент, когда команда не выигрывает там 10 матчей подряд. Из этой ямы очень тяжело выбраться. И даже когда игра сама по себе очень просто дается, все равно там какое-то вот именно психологическая неуверенность в себе есть. Вячеслав Глеб неуверенно сыграл в центре поля, потерял мяч. Могла получиться хорошая контратака. И Леснин здорово ее разогнал по флангу, отдал в центр. И как раз-таки там сфалил Дмитрий Яшин. Достаточно опасный штрафной мы получаем. Не могу сказать, был ли там штрафной, потому что такое ощущение было, что в руку мяч попал. Судья рассудил по-своему. Сколько там, наверное, метр до штрафной площади, да? Я думаю, Андрей Федоренко в этот момент выстраивает стенку. Возле мяча аж 4 футболиста Гранита сейчас. Уже 3 осталось. Один из них Павел Забелин. Другое дело, вот, наверное, интересно, найдется ли человек, который такой вот штрафной сможет исполнить. Достаточно массивная стенка. 7 человек из Крумкачева, 3 из Гранита. Удары хороший, отличнейший штрафной. Отличнейший штрафной в исполнении Николая Загвоздина. Загвоздин сравнивает счет 1-1. Франции, он уже там неплохо исполнял эти штрафные. Вот и прям такие вот точки, что ли. Ну, точка на самом деле очень хорошая, очень убойная. Да, в такой точке нужно просто перекинуть стенку уже. Если попал в верхний угол, вратарь никак не среагирует на такое. Да, из другого угла уже тяжело, да, переместиться. Не, есть, конечно, такие вратари, там, Джиджи Буфон, например, конечно же, мог бы дотянуться. Ну, вот так вот, большое преимущество было Крумкачеву. В итоге счет 1-1 становится. Ну вот о чем мы и говорили, второго гола Крумкачи не забили, а вот получили в ответку. Семенов разгоняет по флангу. Что зарабатывает там угловой и аут. Аут. Выброшен аут. Семенов с мячом. Батищев обратно на Семенова. Батищев снова с мячом. Попытался издалека ударить, но не слишком удачно. Ну, как думаешь, этот гол, он все-таки Гранит успокоит? Они обратно отодвинутся к своим воротам или, наоборот, пытаются продолжить? Ну, конечно, очень сложно судить, понимаешь, команда реально очень молодая, и как она поведет себя в той или иной ситуации, тяжело сказать. То есть, опять же, они могут почувствовать какую-то... Давай так, если бы это был 2013 год, и ты был в команде, то как бы вы действовали тогда? Ну, мы однозначно бы полетели вперед, потому что вот именно в тот момент, как бы у нас и команда тогда была очень неплохая, и эмоционально мы такие были вот прямо взвинченные, когда забивали, и тренер нас постоянно за собой тянул. На самом деле Валерий Петрович Бахно очень эмоциональный тренер, который там равнодушным не оставит никого. И у нас не было такого, чтобы типа мы там успокоились, опустили голову и перестали играть в футбол. Проигрывая 0-3, мы спокойно бежали вперед. Бог с ним, что пропустим еще один гол. Ну вот по 35 минутам этого матча Валерий Бахно достаточно спокойно раздает указания своим подопечным.
В центре поля пока мяч завис. Никто не может взять его под свой контроль. И вот, наконец-то, Крумкачи берут. Максим Талейко забрасывает вперед, но слишком сильно. Не успевает туда Карп. И уж тем более Вячеслав Глеб. Вячеслав Глеб был рядом. Может быть, даже перспективнее было отыграться через него, чем забрасывать вперед. Но я тебе скажу, что в психологическом плане сейчас, конечно, в более выгодном положении находится команда «Гранит», потому что даже смотрю сейчас на Славу Глеба, такое ощущение, что он уже прям голову повесил. Надо продолжать играть в футбол, еще ничего не случилось, можно забить спокойно еще и один, и второй гол. Секриер на фланге. Продвигается вперед, никто его не встречает и бьет. Выше ворот. Уже, по-моему, второй раз этот парень пробил. Да-да-да. Издалека, видимо, любит. Из ближнего угла доставал Федоренко, как раз-таки бил Секриер. А вообще, тоже Бахно, Валерий Петрович постоянно участвует в тренировках, те же двустороночки, которые там у нас были, он тоже всегда участвовал. Никто не любил с ним быть в одной команде, потому что каждый раз, когда его команда проигрывала, начинался очень жесткий ор, а этот ор, мало кто мог пережить. То есть, можно сказать, Бахно не любит проигрывать, да? Не любит проигрывать однозначно. Он просто в таких вот условиях, да? Да, может очень сильно накричать, но сам по себе он очень добрый тренер и добрый человек. Он может там подойти, извиниться, это для него как бы вполне нормальная ситуация. Василючик от ворот будет выбивать мяч. В район центрального круга выбил. И удачно. Сохраняет мяч футболисты в красной форме. Но все-таки продвижение вперед. Секриер на фланге. Фиксирует положение вне игры линейный. Такое ощущение, что почувствовали уверенность. Ребята в красной форме атакуют сейчас в основном они, наверное, даже больше, чем Крумкачи. Батищев. Снова мяч на Александра, но на этот раз он не успел. Ошибка в передаче у футболиста «Гранита». Аут в исполнении хозяев. Яшин. Батищев забрасывает вперед. Отлично. И что у нас? Первый угловой, да, у хозяев. Пошел исполнять Дмитрий Климович. Достаточно любопытно. Центральный защитник идет подавать угловой, а не замыкать. Дмитрий Климович, наверное, для замыкания головы с угловых не самый подходящий футболист. Ну да, он никогда не славился. О чем-то разговаривает главный арбитр Игорь Круг с футболистами штрафной. Наверное, там излишне тягали друг друга за майки. Там борьба прямо на ближней штанге, там толкается, по-моему, Слава Глеб с защитником. Да, точно Слава, потому что салатовые перчатки не спутаешь. Пошла передача. Неплохо перспективно могло быть, но не смогли ударить Крумкачи. Вот попытка удара Батищева из-за предела штрафной блокируется. Опять очень даже неплохо было, разыграли неплохо, в опасный момент. Немножко не повезло. К слову, в первом круге, в матче первого круга между этими командами в Лунинце счет был зафиксирован 1-1. И единственный мяч у Крумкачева забил Василевский как раз-таки после розыгрыша углового. Знаешь, очень не хватает как раз-таки этих голов в первом круге Василевского. Если он забивал, то команда, если не ошибаюсь, всегда не проигрывала. 3 гола. 3 гола, ничья и 2 выигрыша. Кажется, излишне красиво пытаются сыграть Крумкачи в некоторых эпизодах, когда можно сыграть попроще. Пытаются сыграть пяточками.
Может быть, это и лишнее. Да, согласен. Есть вообще тренера, которые абсолютно запрещают играть пятками. Для них это не язык футбола, а матное слово. Но очень интересно в ритме, кстати, играют Гранит. То полностью садится назад всей командой, то потом атакуют. Как будто бы всплески какие-то атакующие у них. Это, понимаешь, такой момент называется Валерий Петрович аритмия. Это вот он научил, понимаешь, команду действовать в таком стиле. Хотя сейчас, конечно, да, согласен, ну, ты хотел сказать по поводу этого момента, который сейчас только что случился, да? Как будто током ударило и мяч вышел в аут. Решает попроще сыграть Калугин, потому что могло быть опасно. Через фланг мог ворваться футболист Гранита в штрафную Крумкашов и решил выбить просто на угловой. Гораздо больше угловых подали сегодня гости. Любопытный момент, учитывая, что особенно по первым минутам больше атаковали минчане. И знаешь, что еще интересно? Уже третьего человека отправляют Крумкадши разминаться. Такое ощущение, что после первого тайма будут какие-то очень серьезные изменения. Ну, может быть, просто замерзли. Может быть. Хорошая подача. Но головой играет защитник Крумкашов. Выбивает мяч. Аут. Хороший аут, почти как угловой. Секриер снова заряжает и выбивает мяч аж за пределы стадиона. Попробуйте теперь найти мяч в темноте. Ну, этот парень однозначно нацелен на атаку. Крайний удар, защитник. я бы сказал, даже больше нацелен. Да, или на удар, да. Да, уже как минимум третий удар в исполнении Павла Секриера мы увидели в первом тайме. А это, напомню, фланговый защитник. Сейчас очень грамотно защитники сыграли Крумкашов. Вышли и офсайд. Офсайдная ловушечка, да. Теперь уже можно атаковать самим. Вячеслав Глеб опускается очень низко, едва ли не на позицию опорного полузащитника. Для того, чтобы сохранить мяч. Ну вот я не сказал бы, что только Гранит так вот как будто вот аритмийно играет, вот постоянно темп меняется. Крумкаши тоже. Это необычный был момент. Сейчас в штрафной площади была такая проникающая передача вперед в атаку, и то ли зацепился сейчас Калугин за ногу защитника, то ли он его зацепил, непонятно. Но в любом случае судья показал на свободный удар. Когда обе команды забили, как-то повеселее, забегали. Вот это, может быть, могло быть опасно. Здорово играет в падении защитник Гранита. Вячеслав Глеб, если бы встретился сейчас с мячом, мог бы пробить в касание. И могло быть опасно для Гранита. Дмитрий Яшин, можно и заряжать отсюда. И хорошо бьет. Но попадает в корпус соперника. 2 в 4 пытаются организовать атаку гранитовцы. Сброс мяча на фланг. Хорошо увидел партнера Бруевич. Навес в штрафную, обратно на Бруевича. И Федоренко в игре. Уверенно. Немного не получается такой прессинг у команды Крумкадши. Постоянно Гранит выходит из-под прессинга, и получаются такие очень серьезные контратаки. Показал Игорь Круг, что все-таки, видимо, с мячом заступил за лицевую линию Федоренко.
Угловой будет в исполнении Гранита. Подача на ближнюю штангу, но там здорово играет Борис Крумкачев. И что, ничего не добавляет главный арбитр Игорь Круг. 1-1 после первого тайма. На 8-й минуте отличился Егор Семенов, здорово сыграв после ошибки голкипера Гранита Влада Василючика. И затем со штрафного отлично исполнил этот стандарт Николай Загвоздин. Гранит счет сравнял 1-1. Миша, на твой взгляд, результат закономерен вообще? Результат однозначно закономерный, потому что, ну что мы увидели по первому тайму, Крумкаши очень хорошо начали, постоянно атаковали, очень много моментов имели, в принципе могли забить и не 2, может даже 3 гола. После этого каким-то образом, не знаю, вот я опять же, да, говорил тебе, как будто перестали играть, ниже опустились, как-то более неуверенно стали чувствовать себя в обороне. Ну и тот же гол, который штрафного они получили, я сказал бы, сами виноваты в этом. Могли бы как-то сыграть более концентрированно, что ли. На твой взгляд, насколько изменится вообще характер игры во втором тайме? И что изменится? Что может измениться? Ну, мне кажется, что сейчас тренерам срочно надо что-то, какие-то нужные слова подобрать, чтобы команду немножко встряхнуть, потому что видно, что психологически они сейчас подсели. Надо, может, какие-то вот интересные слова мотивационные. Все-таки вот именно в раздевалке часто исход поединков тоже решался во многих играх, и хорошие тренера действительно, они должны подбирать слова. Надеюсь, что команды более серьезно начнут двигаться в той же атаке, потому что в конце первого тайма я заметил, что как будто они стали лениться, что ли. Вот. А как раз-таки ребята из Гранита, у них многое стало получаться, и ребята молодцы, бегут вперед, бьют по воротам. Как думаешь, это вообще тактика была такая, чтобы на первых минутах немножко подпустить Крумкачева к своим воротам, а уже потом... Не, я не думаю. Ты знаешь, это такой очень сложный психологический момент, чтобы вот именно настолько уверенно, да, и настолько вот выверенно это сделать. Валерий Петрович, опять же, не такой человек. Он с самого первой минуты в раздевалке говорит о том, что, ребята, вы должны там в обороне пожестче, впереди посерьезнее там в атаке. Нет, это исключительно случайность. Просто так получилось. Может, ребята там, не знаю, с того же автобуса приехали и так медленно вкатывались в игру. А изменения в составах команд, как думаешь, будут? Мне кажется, что, наверное, у Гранита вот уж точно не будет, по-моему. Гранита точно не будет, а если... Микрофон включен. В перерыве матча Крумкачи Гранита у нас 1-1, и по традиции мы разбираем первый тайм с тренером футбольной школы ФШ Минск Дмитрием Короткевичем. Дмитрий, здравствуйте. Первый вопрос. Второй гол Крумкачев за 9 последних матчей. Появление Глеба и Батищева как-то связаны, ну и плюс еще ошибка Василючика. Прокомментируйте, в общем, первый гол Крумкачева. Начнем с того, что Егор Семенов появился в основном составе, и по первому тайму, по первой половине был очень активен, имел до этого хороший момент, мог забивать. Ну и гол был логично, исходя из тех действий, которые он показывал на поле, то есть все логично. Что можно говорить об атаке Гранита, потому что создается впечатление, что Крумкачи сдерживают соперника, и по сути только все атаки из-за пределов штрафной у Гранита происходят. Как таковой атаки у Гранита не получается. Команды выбрали системы Крумкаши 4-2-3-1, а Гранит традиционно 4-4-2. И бросается в глаза то, что Гранит большой группой игроков, иногда даже в 5 и в 6 защитников, играют в линию. Это говорит о определенном страхе перед соперником. И, соответственно, опускается большая группа игроков, и атака производится малой группой, поэтому линия защиты Крумкашева довольно спокойно себя чувствует. И атаки могут производиться только за счет дальних ударов. Если говорить о защите Крумкачева, немаловажно будет сказать, что Дмитрий Климович, экс-игрок Гранита, сейчас защищает Света Воронов, играет, может быть, на привычной для себя позиции, но редко в центре защиты. Как его игру оцените? Климович довольно хорошо выглядит, уверенно дирижирует всеми атаками, все атаки начинает. Появление его на позиции центрального защитника абсолютно логично, потому что позиция его мало чем отличается от предыдущих. Он играл раньше и крайнего защитника, и опорного полузащитника, поэтому никаких сюрпризов здесь не произошло.
У «Гранита» в списке резервистов только 3 полевых игрока. У Крумкачоу есть те же Иванов и Шикавка. Чего ждать от Крумкачоу после перерыва? Но однозначно Иванов и Шикавка появятся, однозначно добавят творчество, креатива, разнообразных действий в атаке Крумкачей. Вот, поэтому я думаю, что второй тайм, 2 гола еще должны влететь в ворота «Гранита». Я думаю, что и Иванов, и Шикавка себя проявят. То есть ваш прогноз такой? Да, мой прогноз. Полностью контролировали ход игры Крумкачи, нелепые действия. По мне даже спорное решение судьи, потому что рука находилась в естественном положении. А «Гранит» ничего не создал, опускает большую группу игроков и атаковать неким. Просто не из чего этому голу будет рождаться. На ваш взгляд, как специалиста, это второй поединок тандема Залевский-Хомутовский. Уже какой-то рисунок этих двух тренеров можно очертить? Я думаю, что еще невозможно ничего сказать. Видно, что тренеры молодые, пока еще не совсем управляют игрой команды. То есть команда играет больше так, как она чувствует эту игру. Но посмотрим. Я думаю, что в любом случае по заменам тренеры что-то исправят. Ну и действий в атаке добавят однозначно. Хорошо, Дмитрий, спасибо. Все, перерыв и ждем второго тайма, пока 1-1. Мы возвращаемся на стадион футбольного клуба «Минск» и готовимся посмотреть второй тайм очередного матча чемпионата Беларуси высшей лиги между футбольным клубом Крумкачи и футбольным клубом «Гранит» из города Микошевичи. После первого тайма счет 1-1. Мячи забивали у Крумкачоу Егор Семенов. У «Гранита» со штрафного отличился Николай Загвоздин. Похоже, замен в перерыве оба тренера не сделали. Поэтому познакомимся с составами команд, которые играли в первом тайме. «Гранит». Номер 1 Влад Василючик, 5 Александр Краси, 19 Влад Кривицкий, 30 Павел Забелин, 21 Алексей Плесунов, 2 Павел Секриер, 26 Вадим Курлович, капитан команды, 17 Николай Загвоздин, 7 Борис Шавлохов, 11 Илья Леснин, 9 Виктор Бруевич. Главный тренер команды Валерий Бахно. Сегодняшние хозяева, футбольный клуб Крумкачи, играют сегодня в белой форме. В первом тайме играли в таком составе. В воротах номер 1 Андрей Федоренко, 7 Сергей Корсак, 8 Егор Семенов, 9 Александр Батищев, 11 Владимир Карп, 13 Дмитрий Климович, 19 Максим Талейко, капитан команды, 22 Сергей Щегрякович, 73 Михаил Калугин, 88 Дмитрий Яшин, 99 Вячеслав Глеб. Обслуживают сегодняшний матч арбитры. Главный Игорь Круг из Молодечной, ему помогают Виктор Фомин из Жодина и Виктор Карась из Смолевичей. Комментирует встречу я, комментатор Вадим Кнурко, и мне помогает бывший футболист Крумкачоу и футбольного клуба «Гранит» Михаил Гарнак. Привет еще раз. Так, что у нас было за первую минуту, пока я начитывал составы? Очень интересный был на самом деле момент у Крумкачоу. Сейчас Слава Глеб, очень интересная задумка у него была, пропустил между ног, но мяч, к сожалению, вышел на угловой. И вот пошла подача. Выше всех выпрыгивает Кривицкий. И может получиться контратака у «Гранита». Пока в численном преимуществе футболисты «Гранита». Сергей Щегрякович грамотно оттирает корпусом соперника. Здорово действует Сергей. И в итоге даже зарабатывает фол для Виктора Бруевича. Здорово разобрался правый защитник Крумкачоу. Я скажу тебе, очень неплохую передачу давал нападающий. И Сергей сейчас достойно выступил. Да, мало того, что отобрал мяч, так еще и заработал свободный. Корсак в центре поля с мячом. Разобрался отлично, отдал на Батищева. Назад. Продолжается атака. Немного незаметен был Сергей в первом тайме. То есть больше выделялся все-таки, наверное, Глеб вместе с Семеновым. Да и Карп, наверное, здесь стал немножко поактивнее. Да, не может раскрыться Сергей, к сожалению. Вообще очень потенциал у него большой. И вот я, допустим, считаю его одним из самых техничных нападающих не только команды Крумкачи, так еще и высшей лиги. Но вот, к сожалению, чего-то не хватает. Мне кажется, вот больше какой-то, может, психологии, что ли. Ну и вообще
большую часть первого круга Корсак начинал с выхода на замену. Он в основе почти не выходил. В основе играли другие исполнители у Крумкашова. А вот во втором круге гораздо чаще ему тренеры, сначала Олег Дуб, сейчас Василий Хомутовский с Яковом Залевским, позволяли играть с первых минут. Но что самое интересное, выходя на замену, он забивал голы, а когда ему больше времени предоставили игрового, то он почему-то перестал их забивать. Нет, забивает, но очень мало. Лучшим бомбардиром Крумкашова по-прежнему является Вячеслав Глеб, у которого 7 голов в этом сезоне. Кажется, что 7 голов для 26 туров это очень мало. На самом деле для чемпионата Республики Беларусь, тем более для дебютантов, в общем-то неплохой показатель. Посмотреть на тех же бомбардиров чемпионата, того же Родионова с Гордичком, ну сколько, 16 там голов или 15? Но это лидер чемпионата, это Батэ, который чемпион. Давно у нас не было супербомбардиров в чемпионате Беларуси, к сожалению. Ну, многие рассчитывают на то, что Лаптев все-таки вырастет в супербомбардира. Ну, мое мнение, что ему лучше все-таки искать возможности трудоустроиться где-нибудь за границей. Вячеслав Глеб с мячом. Попытался отправить мяч в штрафную. В итоге от футболиста «Гранита» мяч покидает пределы поля. И это будет угловой. Климович отправляется его подавать. Вообще, конечно, я тебе скажу, согласен с тобой. Очень странно, что Климович подает угловые. Он центральный защитник. Все-таки через все поле придется бежать человеку обороняться. Вновь Игорь Круг успокаивает футболистов в штрафной площади. Видимо, там сгрудились человек 8. Тяжело, наверное, стоять на одном квадратном метре восьмером. И пошла подача на ближнюю штангу. Отлично действует защитник «Гранита». Что-то очень интересное придумал сейчас Яшин. Яшин был, да. Пытался через себя отдать назад, но в итоге отдал вперед, а не назад. «Гранит» пытается выходить в атаку. Плесунов из аута выбросил. Показывает арбитр, что Яшин держал руками соперника. Это Бруевич был. Предъявляет претензии Яшин арбитру. Арбитр говорит, лучше не предъявляй как. Штрафной будет исполнять Николай Загвоздин, автор единственного гола «Гранита» в этом матче. Коля, хороший дальний удар. На самом деле он может даже и попробовать и пробить. Ну, наверное, слишком далековато все-таки для удара отсюда. Подача в район штрафной, неудачно. И теперь уже шанс для контратаки у Крумкашова. Неплохо. Глеб продолжает дальше на Корсака. Тут уже не разобрались. Корсак с Глебом теряют мяч. Очень интересно, все-таки тренера Крумкашова ставили лидеров команды на замене для того, чтобы выпустить их во втором тайме, чтобы усилить игру, каким-то образом импульсы добавить? Или, может быть, просто посчитали, что футболисты, которые сейчас на поле, сильнее на данный момент? Ну, я думаю, что тут, наверное, совокупность этих двух факторов. И то важно, наверное, было. Как замечал Михаил в первом тайме, уже разминались некоторые футболисты Крумкашова, то есть готовились активно к тому, чтобы войти в игру, так что не исключено, что вскоре мы увидим первые замены. Думаю, что счет 1-1 не сказать, что слишком устраивает и одну, и вторую команду. Ну, с точки зрения сохранения высшей лиги команд, это, скорее всего, больше на руку Крумкачам. Да, лишнее очко, конечно, не помешает. Вообще интересно, на самом деле, такая ситуация в этом году в высшей лиге в борьбе за выживание. Наверное, такого последние годы давно не было, что команда, даже не знаю, сколько должна набрать очков, чтобы не вылететь. Может быть, тоже около 30, что ли? Самое интересное, что нету какого-то одного аутсайдера. Там целая группа команд претендует на вылет. Активно руками
действовал Борис Шавлохов, но показывает арбитр, что не было нарушения правил на Щегриковича. И тут уже Яшин обрезается, и это может быть опасно. Штрафной Бруевич, никто ему не пришел помочь. Но тем не менее сохраняет мяч Бруевич, продвигается вперед, троих накрутил. Отдал передачу, и может быть опасно. И из пустых ворот выносит мяч защитник Крумкашоу. Климович, кстати. Здорово сыграл Климович. И Федоренко фиксирует мяч в руках. Да, было опасно. Что сотворил вообще Бруевич, да? Давать пас, сам пробил. Это был потрясающий момент. На самом деле, я бы Да, сказал, вот что уложил Федоренко на Да. траву. сейчас они сыграли просто как Барселона Гвардиола в лучшее время, понимаешь? Просто шикарный момент. Создали Барселона просто из из ничего. Микашевичей. Очень опасно было, но здорово сыграл Климович, конечно. Конечно, немножко повезло, что в него мяч прилетел. Думается, если бы у нас была система Хоукай, мы бы сейчас посмотрели, где там мяч был. Мне кажется, там что-то было на ленточке у ворот. Но, к сожалению, у нас ее нет. И вот уже пытается атаковать Крумкаши. Может быть опасно. Семенов пытался черпачком забросить мяч в штрафную. Не удалось. Ты знаешь, пошла игра. Мне такая игра нравится. А началась вот эта вот жара у ворот Крумкашоу после неудачной игры на фланге от Дмитрия Яшина, центрального защитника. Наверное, стоит в следующий раз повнимательнее действовать. Причем не забывай, штрафной опять же был забит после игры рукой Яшина. Вот Крумкаши давят. Можно бить. Бьет. Это был Корсак. Нет, Егор Семенов пытался нанести удар. Блокируется. Не исключено, что он сейчас пробил, потому что ему с трибуны кричали «бей». Продолжается атака. Попытка прострела. Снова блокируется. Очень много ударов и передач Крумкашоу сегодня блокируют защитники. Очень здорово играет позиционно микашевичцы. Стоит отдать должное гостям за это. Вообще, конечно, очень интересно, почему «Гранит» до сих пор называется Микашевичским, если они уже давным-давно базируются в Лунинце. И опять же, там очень много этих вопросов, было разговоров, то, что команда хочет как раз-таки выступать в родном городе, но у них там абсолютно ничего нет, там и стадиона даже, по-моему, никакого нет. Просто обычное колхозное поле, с которым нужно работать. Но, к сожалению, никакой инфраструктуры и даже близко, я так понимаю, там ждать в этом городе не ждать. У нас тут в Минске не могут стадион построить, а ты говоришь про Микашевича. Подача. Здорово играет на выходе Василючек. Кстати, Василючек заиграл гораздо более собранно после своих ошибок в начале матча. Ошибок, наверное, минуты после 15-й в его исполнении вообще не было. Может быть, недостаточно разогретым начал матч вратарь. Может быть. А может быть, это просто, знаешь, как обычно бывает у нас поздно опомнились. Краси с мячом. Курлович, капитан «Гранита», переводит мяч на левый фланг. Продолжается атака. Плясунов отдает на Бруевича. Бруевич уже один раз здесь накрутил, но на этот раз никого накрутить не получится, потому что взлетает вверх рука линейного с флажком. Это вне игры. Фиксирует Виктор Карась. Знаешь, что еще заметил я после того, как Дулуп ушел из команды, в Карпаты уехал? То, что поменялась скамейка запасных. Перенесли ее на левую часть поля. Если раньше всегда они были справа, то... Ну, хороший навес, но не достает форвард Крумкашову до этой передачи. Да, не исключено, что просто перенесли на удачу.
столько матчей неудачных провели Крумкаши во втором круге, что решили, может, надо что-то менять, решили начинать со скамейки. Ну, в этом плане меня очень многое удивляло людей в футболе. Они настолько все суеверные. Я никогда как бы суеверностью своей так не отличался, но были персонажи, конечно, которые там считали столбы, когда ехали в автобусе. Кто-то выходил четным обязательно из автобуса, кто-то там, не знаю, не давал бутсы другим одевать свои. Нельзя было даже там мерить, попробовать, там даже трогать некоторые не разрешали, понимаешь? Опять же, есть придирчивые приметы были, да? Есть суеверные тренера, которые запрещают водителям сдавать задом в день игры. И причем это настолько принципиально. Бывало такое, что я слышал такие крики, когда там водители тем же задним ходом сдавали автобус в день игры. Ну просто делай, что хочешь, но задом мы не поедем. Интересно. Здорово. Может получиться хорошая атака. 5-4 убегает Крумкаши. Корсак слишком отпустил мяч от себя Сергей и потерял. Ну, опять же, мы с тобой говорили по поводу того, что Корсак сегодня не блистает. Ну, такую атаку, конечно, так загубить. Да, могло быть очень перспективно. Батищев через Климовича. Снова Батищев с мячом. Заброс вперед. И можно было бить, но здорово играет защитник Гранита. Отбивается, но недалеко. Атака продолжится. Семенов. Очень выделяется сегодня Семенов. Уверенно действует. Каждая обводка, мне кажется, даже заканчивается положительно. И ты заметил, что действует он вообще по всей длине поля? То есть он и на левом фланге играл в первом. Ну, мы с тобой думали, что он играл как раз-таки левого полузащитника, но сейчас такое ощущение, что он как будто плеймейкер. Вот он сейчас бегает в центре, и справа я его уже видел во втором тайме. Очень низко играет команда «Гранит» и очень высоко команда «Крумкашу». Да, настолько высоко, что центральные защитники далеко за центральным кругом. Продолжается атака. Глеб. Что-то непонятно, куда он отдавал передачу эту. Можно было и самому пробить, наверное, или обыграть соперника. И снова Яшин чудит. Я не знаю еще, что происходит, но, честно говоря, такие ошибки смешные просто, не знаю, я бы поменял бы, честно, был бы тренером. Ты имеешь в виду про Яшина? Ну да, так ошибаться уже второй раз подряд. Собственно, наверное, просто некого выпускать больше. А вот теперь Яшин играет здорово. В подкате выбивает мяч у футболиста Гранита. Пытаются взбодрить Яшина болельщики, скандируя Яша. Удар из-за пределов штрафной от земли. Достаточно было тревожно за Федоренко, но справился украинский голкипер отлично. Быстро вел мяч рукой, и теперь уже атака Крумкашов. Снова большими силами. Удар издалека. Мимо ворот. Удар аут называется. Да. Да, видим, что тренер Шикавку подозвал в бровке. Падает футболист Крумкашов возле штрафной площади Гранита, но арбитр показывает, что все в порядке, можно продолжать игру. Как думаешь, кого поменяет Женя? Рискну предположить, что Корсака. Ты уже упоминал, что сегодня у него не все получается. И интересно, конечно, как команда перестроится после этой замены. Будут также продолжать в такой же тактике играть или, может быть, какие-то изменения будут? Корсак навесил штрафную, и там едва не потерял мяч Секриер. Хотя, ты знаешь, как только я начал говорить про Корсака, он как-то более активно, да? Стал чаще встречаться с мячом, что ли? Неплохая передача в разрез, но никто не зацепился за мяч из Крумкашов. И в итоге прикатился мяч в руки Василючику. Хороший заброс на Шавлохова. Шавлохов входит в штрафную. Может быть, опасно. Удар. Здорово играет. Кто? Федоренко, да? Да. Вступил в игру. Атака продолжается. И неудачно обрабатывает мяч Плясунов. Аут в исполнении Крумкашов. И замена у минчан.
На поле появляется Евгений Шикавка. В этом сезоне у Евгения 4 гола. Второй бомбардир Крумкачев. Владимира Карпа меняет Шикавка. Подытожь. Эти вот 63 минуты Владимира. Ну, что хочу сказать про Владимира. В общем-то, неплохо провел он матч. Не могу сказать, что он был сильно активен, но, тем не менее, игры он как раз-таки не портил. Не ожидал, честно говоря, что поменяет он Карпа, но вот так решил. Главный тренер или исполняющий обязанности тренера. Посмотрим, интересно. Давно не видел Женю, честно говоря, крайним хавом, чистым таким вот именно атакующим полузащитником. Если он в последнее время играл больше нападающего или оттянутым нападающим, сегодня Женя, скажем так, вернулся в первую лигу. Любопытный момент, что последнее все-таки указание Шикавке давал Яков Залевский, который в протоколе стартовом указан просто как тренер. А исполняющим обязанности главного указан Василий Хомутовский. Ну, я так понимаю, что просто исполняющий обязанности 2 человека не может быть, поэтому кто-то из них оказался исполняющим обязанности. И вот Шикавка уже с мячом на фланге. Нет, это Сергей Щегрикович. Да, Щегрикович был, извините. Много падений и с одной, и с другой стороны, но Круг дает играть. Показывает, что все было чисто. Батищев, в атаку кричат болельщики. Крумкачи идут в атаку, Глеб теряет мяч, но хорошо, что помогают партнеры. Талейка. Ну что, Вадим, что ты скажешь по поводу сегодняшних обязанностей капитана Талейка? Справляется он, как считаешь? Пока вроде бы ничего серьезного не было такого, чтобы как-то судить. Но тут уже как-то борцовский прием был на Глебе. Загвоздин зацепился руками в самого опытного нападающего Крумкачев и заработал достаточно неплохой штрафной. Практически та же точка, что и в первом тайме была у Гранита, только, наверное, чуть-чуть подальше, метра на 3. Ну, все равно позиция достаточно такая опасная. Но больше уже, честно говоря, под левую ногу. Если тогда можно было исполнять с обеих ног, что с левой, что с правой было бы опасно, то здесь она скорее такая более для левоногого футболиста. Около мяча Шикавка и Климович. Климович как раз-таки под левой ногой становится. Кстати, был бы, наверное, Филипп Иванов на поле, исполнял бы он этот стандарт. Снова большая стенка. 2 футболиста Крумкачева у ней. Освобождается один кирпичик. Розыгрыш. И неудачный розыгрыш. Неудачнейший. Можно было бить, конечно, поворотом. Наверное, надо было бить. Не, Вадим, ты знаешь, но если бы прошла, конечно, эта передача, она была бы очень опасна, потому что там не было никого. Вячеслав Глеб с мячом. Почти заработал еще один штрафной. Круг не свистнул. Снова Глеб. Переводит неплохо на Шикавку. Хороший навес. И нет. Защитники Гранита играют здорово на подборе. И из-за пределов штрафной попытался пробить Семенов. Мимо ворот. Ну, очень неплохо стали атаковать. Прям все получается. Комбинационный футбол в исполнении. И очень серьезно видно, что завелся Валерий Петрович Бахно, кричит, не может успокоиться. Там ребят, наверное, сейчас так немножко в опасности. Да, как-то немножко поплыли гости. Щегрикович выбрасывает мяч из аута на Корсака. Батищев, неудачная передача. Обрезает чуть ли не полкоманды. Но подстраховывают его партнеры. Корсак. Снова неудачная передача, но все равно сохраняют мяч Крумкачи. Очень непонятно сейчас решение было Сергея. Абсолютно свободная зона, сыграть вверх можно было спокойно, никто не мешал. Почему сыграл назад? Даже зрители недовольны, слышно на трибуне. Шикавка на Семенова, и это была игра рукой. Видит все Круг. Останавливает игру. И Василючик пробьет свободный.
Очень интересно, да, то, что зазывает сейчас публика Филиппа Иванова. Да, хотят, чтобы капитан настоящий Крумкашов все-таки появился на поле. Ну, а сам, как ты считаешь, ну, нужен сейчас Филипп Иванов на поле или... Не исключено, что да, потому что я думаю, что игру впереди Филипп может усилить. И, наверное, из запаса Крумкашова из тех, кто может усилить игру впереди, это как раз-таки Иванов и Санец. Ну, согласен. Вот мне лично Филиппа не хватает, потому что не хватает именно этого завершающего паса, да, вот как-то вот подходит вроде к штрафной, а вот там вот в конце не знаю, что делать. Хотя, с другой стороны, в последнее время Фил тоже не выделялся последним пасом. Теперь уже гандбол в исполнении футболиста Гранита. Бруевич сыграл рукой. Очень много брака в передачах во втором тайме, что в исполнении футболистов Крумкашова, что в исполнении гранитовцев. Неплохой заброс был в исполнении Семенова по задумке, но здорово играет центральный защитник. Это, по-моему, был Кривицкий. Чисто как команды Мауриньо в лучшие годы. Ты имеешь в виду про то, что отошли они назад? Выставляют автобус прям как надо. Практически не выходит из штрафной. Бруевич слишком заигрался, потерял мяч в центре поля. Очень хорошая передача, но не смог ее обработать Семенов. Яшин решил сбросить голкиперу. От своих ворот начинает атаку хозяева. Калугин. Батищев. Талейка. Снова на левом фланге мяч. Калугин. В штрафную входит. И падает в штрафной. Показывает круг, что все было в порядке. Никакого нарушения правил не было. Собственно, и не апеллирует футболист Крумкашов по этому поводу к арбитру. Неплохо шел во вводку. И, в общем-то, если так мяч далеко не отпустил, то, может быть, было бы опасно. Там уже просто по инерции падал, чтобы, может быть, выбросить пенальти. Это, по-моему, Евгений Шикавка был. Да, Евгений Шевкак. Ну, сразу видно, что Женя, он вышел на поле, сразу какая-то активность минимальная появилась. Он всегда обостряет. Пошел разминаться Филипп Иванов. Думается, скоро мы увидим еще одну замену в составе хозяев. Меньше 20 минут основного времени остается тем временем у нас. Интересно, чем они руководствовались, что Филиппа так поздно выпускают. В этом плане, конечно, тренеру в голову не залезешь, но вот всегда я пытался анализировать там вот как вот поступал Дулуп в какой-то той или иной ситуации. Вот, мне кажется, Анатолича вообще никогда в жизни не прочитаешь, о чем он думает. Теперь его пытаются прочитать украинцы. Перспективно пустой фланг абсолютно перед Плесуновым. Он смещается еще дальше, можно навешивать. Зарабатывает угловой. Как-то абсолютно не было футболистов в белой форме на правом фланге. Да, бывает такое, когда Щегляков очень высоко поднимается, Яшин остается один, и как раз эти моменты опасные были с его стороны, когда он там немножко обрезался. Угловой ворот Крумкашов. Подача. Хорошая подача, но выше всех выпрыгивает защитник хозяев. Возле углового флажка была борьба. И в итоге упускает мяч футболист Гранита. Видит этот круг. Отдает мяч хозяевам. Те попытались быстро начать атаку. Не получилось быстро. В итоге потеряли мяч в центре поля. Вновь торопится Дмитрий Яшин с передачей. Неудачно отдает.
Я бы сказал, что у Димы сегодня серия каких-то грубых детских ошибок. Не Он не- исключено, что худший матч Яшина. Ну, он однозначно Крумкаша. просто не может просто справиться со своими эмоциями сейчас. Яшин с мячом. Сейчас спокойно играет со Щегриковичем, с ближним. Батищев технично. Семенов. Обратно на Батищева. Да, очень сложно, конечно, скрывать такую оборону. Эшелонированную, я бы сказал бы. Может быть, попробовать дальними ударами как-то. Ну, для этого, может быть, Фил и выходит. Мяч штрафной тем временем. Совсем непонятная передача была сейчас. Я заметил, что у Славы, опять же, второй такой же момент штрафной. Он как будто не знает, что делать. Какие-то передачи, опять же, не акцентированные, даже не в ногу. То ли на ход. Ну, штрафной на ход давать тоже странно. Жестко играют защитники Крумкаша, отбирают мяч вблизи своей штрафной площади. И вот это вот уже может быть опасно. И Василючек идет вперед, далеко вперед, играет головой голкипер. Ну, это в лучших традициях Мануэля Нойера просто. Ну и стоит сказать, что Ну, это было достаточно круто, да. очень своевременно вышел Василючек, потому что сразу вдвоем могли Крумкачи выходить на одного голкипера. Ты знаешь, своевременно я с тобой согласен, но там был такой момент, когда мяч уже стал опускаться, он мог бы даже головой, ну, не смочь сыграть. Тут нужно было уже скорее ногой. Но ему сейчас реально повезло. То, что он еще так должным образом не опустился. Вторая замена в сегодняшнем матче готовится. Филипп Иванов уже на бровке, готовится войти в игру. Кого меняет Филипп? Вячеслава Глеба. Вячеслав Глеб покидает поле. Я с тобой сейчас как раз таки солидарен. Сейчас я абсолютно не могу залезть в голову тренерам. Вот для меня эти решения абсолютно непонятны. Все-таки Слава как-никак, но в любом случае играл, в общем-то, достаточно остро и выделялся. Но Сергей Корсак тоже не мог тем же похвастаться. То, что сейчас поменяли Славу, для меня, честно говоря, ну, загадка. Кто, думаешь, теперь будет играть на острие? Корсак, Шикавка или, может, вообще вдвоем? Вот тут, конечно, очень интересный вопрос такой. Может быть, просто станут играть вдвоем, два нападающих? Шикавка, Корсак, а Фил под ними? Может, перестроиться как-нибудь в середине поля? Не исключено. Ух ты, было опасно сейчас. Нафиксирует нарушение правил арбитр со стороны игрока Гранита. Ну, сейчас видно, что Корсак и Шикавка впереди. Филипп Иванов вообще очень далеко. Очень, очень низко. Я думаю, что Филипп, может быть, просто будет разгонять как раз таки атаки. Этого не хватало немножко в последнее время команде. Да, есть такая еще знаменитая схема 4-4-2, которая Дулубом вообще не была использована ни разу. Может быть, так и будет играть команда. Иванов низко-низко очень играет. Нарушение правил со стороны игрока Гранита. Еще один неплохой штрафной. Может быть, у Крумкачева. И вот тут тоже наверняка Филипп Иванов подойдет к мячу, как думаешь? Хороший удар. Отсчитывает необходимые метры Игорь Круг. Отодвигает стенку. Филипп Иванов около мяча. Там же Шикавка как раз-таки. Ну, такое ощущение, что все-таки всем видом Женя показывает, что он будет бить скорее, да, чем Филипп. Шикавка. Удар. Хороший удар. Блин, отлично. 2-1. Крумкачи выходит вперед. Вновь на добивании здорово играют хозяева. Хороший штрафной в исполнении Шикавки получился, конечно. Если не ошибаюсь, забил Сергей Щегрикович. Наверняка даже не достал бы Васильевичек. В итоге все-таки сейф голкипер
за чуть больше, чем 12 минут до конца основного времени матча. Дмитрий Климович отличился у нас. Забил своей бывшей команде, между прочим, пикантный момент. Да, это очень часто такое бывает, когда игрок, переходящий в другую команду, забивает своей бывшей команде, даже чаще, наверное, чем не забивает. Первый мяч Климовича за Крумкашову. Тоже стоит отметить. И вот уже в атаку бегут футболисты «Гранита». Отчаянный хороший удар! Хороший удар в исполнении Бориса Шавлохова. Или игру. Я сейчас говорю про команду Крумкаши. Ну да, у «Гранита» пока замен не было, если я ничего не пропустил. У них всего-то 3 человека в запасе. Батищев, Иванов. Еще когда я играл в «Граните», у нас в команде тогда еще играл наш директор, это брат Валерия Петровича Андрей. Андрею на тот момент уже было тогда вроде 39 или уже под 40 лет, и он играл центрального защитника. Конечно, было очень интересно, он был основной игрок команды. А можно было директору на поле напихать? Нет, директора, как правило, никто не пихал и вообще, то есть, не, в принципе, он достаточно неплох, техничный футболист. Ну, конечно, ему не хватало где-то скорости, но, тем не менее, конечно, он не Франческо Тотти, чтобы в таком возрасте играть, пусть даже и в первой лиге. Но вообще, конечно, интересно, когда ты там тренируешься со своим директором, и он еще и на официальные матчи с тобой вместе на поле выходит. Да, это любопытно. Ну, он тренировался, кстати, с нами только на предыгровых тренировках, то есть всю неделю мы его не видели. Это могло быть опасно. Филипп Иванов отдавал на Корсака, но Корсак не смог обработать эту передачу. Очень хорошо стали прессинговать футболисты Крумкашов. Кстати, и гранитовцы во время предыдущей атаки хозяев достаточно активно прессинговали соперника. Если в первом тайме достаточно все было пассивно, больше выжидали, пока соперник подойдет ближе к своей штрафной гости, то теперь гораздо активнее заиграли впереди. Я тебе что скажу, то что вот команда, когда они начали еще играть, в начале матча казалось, что «Гранит» как будто мальчики для битья вышли. Но тем не менее сейчас, вот когда прошло там сколько, 80 минут матча, не могу сказать, что «Гранит» там проигрывает. Если по счету проигрывают, то по игре не сказать. Опять же этот мяч, который вынесли из пустых ворот. Все могло бы... Опять же Климович, да, Климович сегодня проводит выдающийся матч, не в своей профильной позиции. Да, это стоит отметить. А еще, кстати, опять же, в тренерском штабе «Гранита» второй тренер — это Король Иванович, тоже, на самом деле, футболист очень хороший был и поиграл с «Границей». Я думаю, честно говоря, если бы он вышел сейчас на поле, точно не испортил бы погоды. Едва не перехватывают Крумкаши мяч на чужой половине поля. Еще раз едва не перехватывают. Это Максим Талейко очень агрессивно шел на соперника. А вот уже на своей половине перехватывают удачно. Зарабатывает аут Шикавка. Дожидается Корсака. Отыгрывается с ним. Снова Шикавка с мячом. И что будет угловой? Нет, успевает защитник. Как будто заменой Глеба немножко команда раскрепостилась и стала играть более уверенно впереди. Ну, по крайней мере, стали форварды прессинговать. А Вячеслав Глеб, когда теряли мяч, он как будто бы останавливался. И вот это, по-моему, было нарушение правил как раз-таки на футболисте Крумкашова, но фиксирует круг в другую сторону нарушения. Молодым. Ну да, часто такое приходилось слышать мнение. То есть своим авторитетом немножко давит, и таким образом немножко скованно ощущают себя футболисты. Не знаю даже, что сказать на этот момент в команде.
Отлично разгоняет атаку кто Шикавка. Здорово продвигается вперед и может пробить. Но отлично играет в падении защитник. И тут же Красий теряет мяч. Можно второй волной атаковать. Щегрикович. Иванов. Иванов дальше на Корсака. На Шикавку. Шикавка продвигается. А Щегрикович не поверил сейчас, да, мог пойти, не исключено, что пас прошел бы. Очень хорошо сейчас выглядит Шикавка, опять же, момент сам себе создал, не повезло немножко. Действительно, с выходом Шикавки и Иванова оживились впереди Крумкаши. Ну, если это было спланировано, то это, конечно, подействовало. Первая победа тренерского штаба Хомутовского и Залевского. Мини-победа. Победа будет, если все-таки победа будет в матче. Я понял. Тактическая, скажем так, Ну победа. да. Василючик от ворот будет выбивать мяч. Сильно на чужую половину поля. Климович. Четко. И еще и на партнера, но Иванов не смог обработать этот мяч грудью. Конечно, стоит еще отметить то, что у «Гранита» нет замен совсем, и ребята уже однозначно подсели, тем более они все молодые еще. Тем не менее, замена готовится у Крумкачева и готовится у «Гранита», простите, и готовится на поле выйти, по-моему, Никита Метлицкий. Никита является бывшим игроком команды Крумкачи, он играл в дубле, и ни разу ими... Хорошая передача, и можно забивать! И здорово играет Василючек! Шикавка абсолютно один оказался процентные моменты, даже 200% моменты Женя почему-то не забивает. Ну, стоит отметить Василючика, который грамотно вышел навстречу, сократил угол обстрела и в итоге перевел мяч на угловой. Подача углового. Иванов пытался сыграть пяткой. Неудачно, но мяч сохраняется. Подача Иванова. Можно бить. Удар блокируется. Здорово играет Шавлохов. Еще один удар и снова блокируется. Да, однозначно надо было сейчас забивать. Вновь Щегрикович отлично играет корпусом. Оттирает соперника. Это был Бруевич. И что у нас? Замена. И у одной, и у другой команды. У «Гранита» покидает поле Илья Леснин. И вместо него выходит Никита Метлицкий. Да, молодому парню не предоставилось шанса, к сожалению, выступить за команду Крумкачи в высшей лиге. Но, в общем-то, неплохо себя проявлял в команде дубля. Я следил за ним. Очень техничный, быстрый парень. Посмотрим, даже интересно, как он сегодня покажет себя. И тут же замена у Крумкачева. На поле появится под 12 номером Павел Зуевич. Меняет он Егора Семенова, который отличился сегодня забитым мячом в первом тайме. Открыл счет в матче Семенов. Я считаю, хороший, отличнейший даже матч получился у Егора. Я думаю, только слова благодарности он услышит от тренерского штаба. Ну, сегодня, да, такой вот один из немногих матчей, когда именно Егору предоставилась возможность играть с первых минут, и он так отплатил сразу же доверием для тренеров. И все, у Крумкачева больше замен нету. В отличие от «Гранита», у Валерия Петровича Бахно еще остается 3 человека в запасе. Это вратарь и 2 полевых. Вратарь Родион Сямук, полевой Антонио Сияка и Евгений Зимко. Но сегодня, конечно, были замены, если были, то чисто тренерские, которые лично я ни одну не прочитал. Щегрикович попытался навесить штрафную, но слишком сильно это получилось. Настолько сильно, что в аут мяч улетел. Зуевич сегодня дебютирует, я так понимаю, в команде Крумкачи. Это Да, тоже, насколько помню, первый матч у него. да, футболист, который в дубле играл и там играет, по-моему, нападающего. Плесунов забрасывает мяч вперед. Внимательно играют защитники Крумкачева, опекают соперника.
Жестко, но в пределах правил. Отбирают мяч. Филипп Иванов здорово, отлично убрал одним движением чужого футболиста. Продолжается атака. Зуевич. Иванов. Иванов дальше на фланг. В штрафной уже футболист Крумкачева можно бить. Удар. И после рикошета мяч уходит на угловой. Такое ощущение, что немножко засмущался идти вперед и бить поворотом. Как-то немножко не получилось у него принять мяч. Кто это был? Если не ошибаюсь, Шикавка или нет? Может, даже Максим Талейко это был? Да, Талейко это был. Ты прав. Навес. Василючек снова неуверенно играет руками. Не с первой попытки фиксирует мяч в руках. Зуевича, и хорошо он отдавал на Филиппа Иванова. Для дебюта уже неплохо. Вновь отлично, очень технично играет Бруевич. Двоих накрутил, отдал передачу точно. Штрафной футболист «Гранита». Удар, рикошет. И выбивает мяч защитники. Вообще Бруевич очень сильно выделяется так технически. Неоднократно сегодня он так красиво очень обводил. Именно красиво, да? Вот нет у него такого, что прокинул и обыграл соперника. Момент, когда он троих накрутил, он буквально на носовом платке в штрафной площади. Пожалуй, один из самых красивых в сегодняшнем матче. Хоть и не закончился в итоге голом. И вот еще одна возможность. И это грубый фол в исполнении Влада Кривицкого. Первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Очень грубо сыграл защитник «Гранита». Что появился на поле, спалил Кривицкий. Да, неплохо себя проявляет молодой парень. 3 касания, 3 у меня только положительная оценка пока после его выхода. Тут же Зуевича поддерживают болельщики, которых сегодня, напоминаю, не так уж много. Очень холодно в Минске сегодня. Да, вообще, конечно, сегодня огромные молодцы те люди, которые пришли на футбол. Вот лично, Самоотверженные. да, они самоотвержены. Лично я бы, конечно, никогда в жизни не пошел бы на футбол, если бы... Да, у нас тут в комментаторской будке холодно, не говоря уже о том, что на стадионе творится. И вновь Зуевич. Бруевич, простите. Снова технично играл Бруевич, но здорово сыграли защитники. 2 минуты добавил Игорь Круг основного времени матча. Уже пошла первая из них. Аут. Отлично играет Батищев. Заметался мяч. Талейко выбивает мяч куда подальше. «Гранит» пытается все-таки спасти хотя бы ничью в этом матче. Наверное, на большее уже рассчитывать не приходится, потому что времени очень мало. Ну и, в общем-то, достаточно неплохо смотрится Крумкаши сейчас. Еще одна возможность для контратаки. Иванов прокидывает мяч вперед. Василючек очень далеко выбежал из ворот. Да, пару раз неплохо сегодня он почистил за своими защитниками. И опасные моменты могли бы быть. С другой стороны, на ленточке играл не очень хорошо, когда выпускал мяч из рук. Ну, теперь будем знать, какие плюсы, а какие минусы у вратаря. Не исключено, что последняя атака «Гранита» в этом матче. Завершается она ничем. Заброс вперед. И офсайд фиксирует арбитр. Быстро разыгрывают мяч гости. Заброс в штрафную. И мяч прилетает спокойненько к Федоренко. Федоренко спешить не будет. Выбивает сильно мяч на чужую половину. А вот это уже наверняка точно последняя атака в матче. И свистит Игорь Круг. Финальный свисток сегодняшнего матча. 2-1. Крумкачи победили. «Гранит». У Крумкачева отличались Егор Семенов и во втором тайме Дмитрий Климович. У «Гранита» единственным голом со штрафного отметился Николай Загвоздин. Миша, твои впечатления о матче?
Ну, однозначно команда Крумкадши во втором тайме так солидно прибавила. Тем не менее, не могу сказать, что Гранит так конкретно проиграл весь второй тайм. Опять же, мы помним момент, когда он даже, скорее всего, был переломным, когда Климович выбил мяч с пустых ворот. Я считаю, что это был ключевой момент, потому что как раз-таки тогда все могло бы развернуться в другую сторону, и Гранит бы вел, и после этого непонятно, как бы играла команда Крумкадши. Тем не менее, да, Климович сегодня провел превосходный матч, он выручил, выбил мяч с пустых ворот, забил еще при этом, при всем еще и бывшей своей команде. Да, сегодня такой матч судьба, как говорится. Сегодня просто, такое ощущение, что должна была просто победить команда в белом. Да, подсказывает мне, что наш специальный корреспондент на Броке Егор Колесник сейчас попытается поговорить с главным героем сегодняшнего матча Дмитрием Климовичем, поэтому далеко не уходите. Я думаю, будет хороший комментарий. Да, Дмитрий Климович наверняка лучший игрок сегодняшнего матча, да, согласись, потому что ты уже упомянул о его хорошей игре на ленточке своих ворот. Здорово сыграл по непрофильной позиции центрального защитника, потому что почти весь сезон играл он слева в защите. Ну и, конечно, победный гол. Это о многом говорит. Кстати, и Семенов, и Климович сегодня забили первые голы за Крумкадши в этом сезоне. И вот сейчас мы видим, футболисты вместе с болельщиками устроили небольшой перформанс. Да, конечно, еще хотелось бы отметить игру как раз-таки Егора Семенова. Да, сегодня он, мало того, что забил, был сегодня один из лучших футболистов на поле. Очень много у него всего получалось. Надеюсь, что Егор также продолжит выступать, так же, как и Климович. И пускай просто команда